Отрывки из новой книги. Татар рухы. Татарский дух. Часть первая. Главка вторая. Вафа Бабай. Прадеда своего я видел лишь однажды. Это было холодной осенью 1961-го. Вафа Бабай привез на лошади из своего родного аула Березке, что в 60 километрах от Казани, мешок картошки. Год был голодный, и эта помощь, пусть небольшая, оказалась очень кстати. Накрапывал мелкий дождь. Бабай был облачен в серого цвета плащ с капюшоном. Он достал из двухколесной арбы увесистый мешок с картошкой и, легко взвалив его на плечо, занес в Ла-Пас, пристрой. А было ему в ту пору уже близко к 80. Наш домик по улице Красный Маяк был совсем крошечный. Печь разделяла его на зал и махонькую спаленку. Вафа Бабай ночевал в зале на огромной, как мне тогда казалось, железной кровати, на которой он с трудом разместился, водрузив свои ноги в мягких татарских сапожках и чагах на изголовье. Больше я ничего не помню. Все остальное знаю из рассказов бабушки Раузы Аби и от односельчан-старожилов, которые знавали моего прадеда. Они уважительно и почтительно называли его мулой, хотя Хайрула углы Уафа 1884-1967, как написано на его надгробии, не имел никакого официального духовного сана. Вафа Бабай был из породы борцов и воинов. Он не пропускал ни одного сабантуя, чтобы сразиться с соперниками в национальной борьбе куреш, и всегда забирал первый приз. Еще до Первой мировой войны в Казань для демонстрации своих выдающихся бойцовских качеств должен был приехать знаменитый на весь мир борец Иван Поддубный. Молодой тогда еще джигит из небольшого татарского аула запряг коня, набросал в арбу сена для его прокорма и отправился в столицу. Он хотел встретиться в честном поединке с Поддубным и был уверен, что победит его. Вафа 3 суток ночевал в своей телеге у здания Казанского цирка, где должны были происходить борцовские схватки. Но Иван Поддубный по каким-то причинам не приехал. Вафа Бабай, как все по-настоящему сильные люди, был очень спокойным и доброжелательным в общении со своими близкими. Но любил во всем порядок. Однажды какой-то мальчонка разбаловался за обеденным столом. Хозяин дома отвесил ему такой силы шалбан, что тот сковырнулся на пол вместе с табуреткой, на которой сидел. Вафа Бабай любил лошадей и занимался их торговлей. За ними он ездил в Оренбургские и казахские степи, где, как поговаривали, у него была еще одна семья. Те же злые языки еще поговаривали, что лошадей он не покупал, а просто воровал, как знаменитый Шакур-Корак, который даже вошел в татарский фольклор. Не подтвердить, не опровергнуть эти рассказы я не могу. Когда 22 июня 1941 года началась война, Вафа Бабай прискакал верхом на лошади в Казань с огромной бутылью, вмещающей четверть самогона, приобретенного по пути в одном из русских сел. Татары тогда сами самогон не гнали и в доме Хамыр спиртное не держали. Моя бабушка Рауза, очень набожная и строго придерживающаяся всех татарских обычаев и традиций, до конца своих лет даже лимонад не пила.
Но тут был особый случай. Даже великий полководец Чингисхан, который на дух не выносил пьяниц, разрешал своим воинам напиваться, но не более 3 раз в месяц. На 4-й отрубал голову. Бабушка сварила мужу Галиулле и отцу Вафе казан шурпы. Они за ночь уговорили эту шурпу вместе с четвертью самогона. Четверть, знаете это сколько? 3 литра или 6 бутылок. Утром тесть верхом на лошади, как ни в чем не бывало, отправился в родной аул, а зять заступил на рабочую смену на Казанский пороховой завод. Да, были люди в наше время, не то что нынешнее племя, богатыри не вы. Поэт писал словно про Гали с Вафой и оказался провидцем. Дальше у Лермонтова идут такие строчки. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. Гали Бабай, которого я ни разу не видел, с войны не вернулся. Погиб в самом ее начале, летом 1941-го, под Смоленском, обороняя важные стратегические объекты на Брянском фронте. Его вдова, моя бабушка, потом ездила на Смоленщину. На обелиске братской могилы среди прочих была выбита фамилия и ее геройски погибшего мужа – Ибрахимов. Рауза Аби одна воспитывала и поднимала 3 осиротевших детей. Лишь спустя 30-40 лет после войны ей, как вдове погибшего ветерана, выделили однокомнатную квартиру в Казани на Квартале по улице Адорадского. Вафа Бабай на фронте не был, по возрасту не подлежал призыву, однако бороться на сабантуях не перестал, хотя разменял уже 7-й десяток. Однажды он проиграл. Впервые в жизни. Проиграл более молодому бойцу, который весь светился от счастья. Как же! Одолел самого Вафу, легендарного и непобедимого Вафу! Вафа Бабай искренне поздравил победителя, пожал ему руку и тихо удалился с празднично гудевшего Майдана. Удрученный седоватый боец, низко склонив голову, спускался вниз к ручью, покрытому густым ивняком. За ним, крадучись, шла и его дочь Рауза. Она незаметно стала наблюдать из-за кустов за своим отцом. Что же он тут собрался делать? По щекам Вафы Бабая текли скупые мужские слезы. С тех пор он больше не боролся. След татар. Цитата. «Воин среди людей должен быть кротким и спокойным, как теленок. Но на войне он должен быть, как голодный сокол, с криком набрасывающийся на свою добычу». Чингисхан.